Рад приветствовать всех. Меня зовут Аббасов Нами Кобзар-Оглы, городская школа детского творчества, город Кустанай. Сегодня я хотел бы вам рассказать о структуре кейса, что из себя представляет сам кейс, из чего он состоит. Итак, начнем непосредственно с резолюции. Резолюция — это наша тема, то есть резолюция нам дается во время игры, и мы уже знаем, на какую тему будем играть. Далее по плану у нас идут дефиниции. Дефиниции — это основные понятия, которые существуют в нашей игре. Это те ключевые слова, которые нам необходимо расшифровать, чтобы было правильное понимание темы. То есть если мы неправильно понимаем то или иное слово, или, допустим, мы понимаем конкретное понятие так, а наши оппоненты по-другому, может возникнуть определенные трудности, и игра может уйти не в ту сторону. Поэтому, если вы, так скажем, играете в дебаты, обязательно ключевые понятия разграничивайте, объясняйте, дефинируйте, так скажем, для этого нам и служит. Далее, следующий у нас по плану идет статус-кво. Статус-кво — это положение на сегодняшний день. То есть, когда мы разбираем ту или иную проблему, тот или иной вопрос, мы должны посмотреть, что же сегодня из себя представляет, так скажем, этот вопрос в целом. То есть рассказать о статистике, рассказать о том, какие существуют сегодня проблемы по данному вопросу, то есть подвести такой общий итог этого вопроса на сегодняшний день. Оттуда вытекает определенная проблема, которую мы можем решать, можем ее не решать. Если это непосредственно философский кейс, то мы просто говорим о чем-то, о том, что это за или против какой-то идеи. Если мы играем на механизм, то, безусловно, мы решаем эти проблемы. Поэтому следующий у нас пункт — это пути решения проблем в случае механизма. Условно, если мы говорим о том, что нужно, например, выдвинуть реформу села, то мы придумываем, какова же будет сама эта реформа, и выдвигаем определенные шаги последовательности решения данной проблемы. Если мы просто говорим о том, что необходимо поддержать, допустим, село, а вот необходимо, допустим, вкладывать в него деньги, то в этом случае мы просто говорим о необходимости, то есть это у нас философский кейс, в этом случае мы просто говорим, почему это необходимо делать. В данном случае мы сразу переходим к аргументам. Каким образом мы выдвигаем аргументы? То есть, условно, мы выдвигаем идею о том, что поддерживать село необходимо для того, чтобы повысить, например, агропромышленный комплекс. И мы выдвигаем данную идею, необходимо ее раскрыть, объяснить, зачем нам нужен агропромышленный комплекс, и потом ввести какую-то статистику, поддержку, то есть показать какие-то примеры, в каких странах были проведены данные реформы и к чему это привело, и сделать общий вывод. То есть по такой схеме ваш аргумент будет максимально убедительный. Далее вы можете перейти непосредственно к философии. Философию, на мой взгляд, необходимо вводить. Можно вводить, конечно, в начале игры, можно вводить и в конце своей речи, но более логично после аргументов уже обобщить и прийти к определенной, так скажем, философии вашей игры. Что такое философия? Философия — это, так скажем, морально, нравственно, это этично, это мысленное отображение вашей позиции по тому или иному вопросу. Ну и в конце вы делаете обязательно общий вывод. Общий вывод необходим для того, чтобы вы могли сравнить случаи, если вы предлагаете какую-то конкретную идею. Например, если вы играете по резолюции механизму, вам необходимо сравнить, как было в статусе кво и как будет хорошо, условно, если будут введены ваши проблемы, если будут введены ваши пути решения этой проблемы. И если это философская тема, то вы условно должны доказать еще раз, почему ваши аргументы убедительны и почему все-таки ваша позиция верна. Вот такой у нас получается, так скажем, структура кейса. Поэтому еще раз желаю всем удачи, побед и занимайтесь дебатами.